Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. На территории республики действует 99 природных пожаров. Их площадь составляет свыше 800 тысяч гектаров. Какие угрозы несет с собой огненная стихия и как с ним борются, расскажет гостья студии Ксения Рахматуллина, руководитель управления пресс-службы Главного управления МЧС России по республике Саха. Ксения, добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем, наверное, все-таки со статистики, потому что на сегодняшний день показатели 99 природных, один ландшафтный пожары. А вообще уточненная сводка, она же обновляется с каждым часом. Не с каждым часом, потому что мы ориентируемся в любом случае на данные авиалесоохраны после всех облетов, то есть работают как гражданская авиация, так и наша авиация, и авиация авиалесоохраны, и уточненные сведения в совокупности со всеми данными авиаоблетов, ИСДМ Рослесхоз, то есть это система космомониторинга, также наша система космомониторинга, и данные ЕДДС сводятся к вечеру. То есть уточненные точные данные. То есть все данные, которые идут в течение дня, это оперативная информация. Вот, соответственно, на сегодняшний час у нас действует порядком 100 природных пожаров, то есть действительно их площадь составляет свыше 800 тысяч гектаров. В целом у нас в стране уже, к сожалению, огонь прошел более 5 миллионов гектар, 2 из которых это наша республика. То есть ситуация сложная, напряженная, она была спрогнозирована, то есть и управление Росгидрометцентра, соответственно, мы готовились к этому сезону, то есть это было прогнозируемо. То есть сейчас работает на тушении пожаров 2000 человек, более 180 единиц техники от всех взаимодействующих структур РСЧС. Задействовано 5 воздушных судов авиации МЧС России, это 3 самолета Б-200 и 2 вертолета Ми-8. Также работают группировки пожарных и спасателей в населенных пунктах Баракан, Дабан, в Верхоянском районе, это Такумай и Сайды, и Белая гора в Абыйском районе. Сегодня с утра мы получили радостное известие. Да, в Абыйском районе было ликвидировано 2 крупных пожара. Они были приближенным к населенному пункту. Отбили, ребята работали и день, и ночь, то есть там оставалось порядка где-то 300 метров, 600 метров до населенного пункта. Конечно, была заблаговременно проложена минерализованная полоса, были преграды такие, как проселочные дороги. Тем не менее, при наличии ветровой нагрузки, и если вы читаете новости наши, конечно же, нас всю неделю, как мы выражаемся, штормило, то есть у нас были и усиление ветра, и грозы, причем это северные районы. Вот, соответственно, ребята работали в сложных условиях, где буквально ветер меняется в течение 2-3 часов, и все, обстановка может быть непредсказуемая. Вот, поэтому это действительно была очень сложная работа, и сегодня с утра, когда дали ликвидацию 2 этих очагов, Лепчиков Дмитрий подтвердил эту информацию, он непосредственно находится на месте. Для нас это радостное известие. Конечно, и вздохнуть можно уже свободнее отчасти. Отчасти, да. К сожалению, у нас сохраняется задымленность в населенных пунктах. Как я уже говорила, ветер непредсказуемый. Но в основном у нас это задымление в Мирнинском районе и Верхоянский район, Алданский опять начал. То есть ветер меняется. Вообще в целом 44 населенных пункта сейчас в зоне задымления находятся. Вот, потому что огонь хоть представляет если непосредственную угрозу, да, для жилища, для людей, но нельзя исключать, что задымление, вдыхая эту дисперсионную систему, которая от дыма идет, этот мелкий уголь, то есть эти частички, это тоже вредит здоровью, поэтому тоже отслеживаем эту обстановку совместно с Роспотребнадзором. Они ежесуточно делают пробы, где-то ориентировочно по 50 штук, то есть где у нас есть заявка, что задымленное, то есть, естественно, наши коллеги из Роспотребнадзора там работают и делают замеры. И, к сожалению, очень редкий случай, когда у нас сутки выходят без превышения ПДК. То есть, как правило, от 3 до 5, то есть населенных пунктов там все-таки превышает.
Ну, вообще можно сказать, что ситуация стоит на контроле. Обычно же любят сгущать краски, когда говорят, ситуация с лесными пожарами в Якутии остается напряженной. Но есть ведь и режим федерального и регионального значения чрезвычайной ситуации. Вот в чем заключается разница и какой режим действует у нас? У нас действует режим ЧС в лесах федерального характера. Вчера вот прошла правкомиссия под председательством нашего министра головного МЧС. Вот, то есть вся ситуация курируется Москвой непосредственно. В чем разница? Разница, конечно, в выделении бюджетов, потому что привлечение добровольцев, обеспечение питанием, подвозом воды, подвозом, если работает техника, естественно, это бензин, керосин, это все сопутствующие моменты, то есть это кто-то должен оплачивать. Соответственно, при введении реагирования различных видов, да, если у нас регионального характера, то это деньги республики. Вот. Муниципального, значит, муниципалитета, где муниципалитет, если он выходит за тот лимит, который был выделен в начале года, как правило, к пожароопасному сезону мы начнем подготовку к 2025 году уже в сентябре, где делаем все расчеты на основе, естественно, текущего положения. И помимо всего прочего, естественно, это привлечение федеральных сил и резерва. То есть если обстановка у нас ухудшится, то это уже дополнительные силы как со стороны Рослесхоза, вот, которые выходят за тот, скажем так, лимит, который был установлен в начале года. То есть у нас все равно проводится регулярно и ротация, и усиление группировок, то есть постоянное маневрирование силами и средствами. Вот. Усиление спасателей сюда республика не запросила. То есть поэтому наращиваем группировку авиационной техникой, потому что наземных группировок достаточно. Но наземные группировки должны работать в совокупности с авиацией, поскольку верховые пожары, вот мы буквально позавчера летали в Верхневилюйском районе, и там несколько языков пламени, где вот прям даже с высоты видно, что язычки переходят уже в верховые пожары. Верховые пожары наземными группировками невозможно затушить. Только сверху? Только это нет, в совокупности. То есть сверху мы сбрасываем воду, снизу наши коллеги с лесопожарных формирований уже добивают этот огонь, чтобы он не поднимался выше. И, честно, сама скажу, даже удивилась. То есть вот мы летали 4 часа, и вот за 4 часа 2 таких больших языка, которые проходят, мы прям отбили. Это прям видно. Вот. И причем, мы работали рядом с Бараканом. Население нас встречало очень радостно. Забирали мы воду рядом с населенным пунктом, пролетали мимо реки, и очень приятно, что жители выезжают, машут руками, снимают, естественно, на видео. То есть, в целом, благодарны жителей, и спасибо им, конечно, за эту отзывчивость. Очень приятно видеть и нашим ребятам, что жители понимают все, благодарят их за работу. Помимо облетов и тушения пожаров сверху и снизу, какие еще применяются методы для противодействия стихии? Естественно, это работа тяжелой техникой. Где есть возможность, там прокладкой минерализованных полос, естественно, проходят тракторы. То есть, чтобы ее проложить, это нужно расчистить просеку, потом взрыхлить землю. Ручным способом, то есть, видели, наверное, и фото, и видео, ребята вот с лопатами. Конечно, не везде может пройти техника, особенно где находятся объекты экономики, то есть это линии ЛЭП, то есть это генераторные станции, нефтебазы, малые, то есть, да. Не везде можно закинуть тяжелую технику, соответственно, работают вручную, то есть прокладывают это. Но где есть возможность, где есть техника, естественно, проходит тяжелая тракторная техника и, скажем так, облегчает работу нашим наземным группировкам. Ксения, расскажите, как в этом году организован противопожарный мониторинг лесной зоны? Противопожарный мониторинг у нас
Естественно, это космомониторинг, то есть мы смотрим со снимком, как ИСДМ, Рослесхозсистемы мы используем. Наша система МЧС России – это термоточки. Также у нас в республике базируется мобильно-приемно передающий комплекс, который обслуживает весь Дальний Восток и часть еще Сибирского федерального округа. В совокупности, получая эти данные, мы их накладываем, если работала беспилотная авиация. Якутия в этом году выступает пилотным проектом. МЧС России в начале года поставила новую систему с беспилотниками «Орлан-10». Их дальность где-то в районе 800 километров, то есть они могут делать облет с выездом, естественно. То есть на КАМАЗе мы вывозим в определенную точку, и уже с этой точки он может работать на такой километраж. Также это малая беспилотная техника вертолетного типа. Хорошо она применялась тоже у нас вот в северных районах. Мы отправляли специально ребят с беспилотниками, потому что видно, то есть тот фронт работы, который вы проделали с воздуха, естественно, более четко можно увидеть. Но если говорить о облете вертолета или самолета, иногда облачность или высота не позволяет увидеть действительно всей картины. И вот здесь уже спасают нас, конечно, беспилотники. Беспилотники есть не только у нас, естественно, и у лесоохраны, у службы спасения, у пожарных республики. То есть все мы их активно применяем. Мы все-таки, наверное, больше зависим от погодных условий в части борьбы с лесными пожарами. А вот как обстоит дело с укомплектованностью людей? Хватает ли добровольцев, огнеборцев? К нам кто-то приедет, может быть, из соседних регионов? Или наоборот, уже наши специалисты едут дальше по России помогать? К нам уже приехали заблаговременно. С начала пожароопасного сезона постепенно прибывали группировки Рослесхоза с Федерального резерва авиалесоохраны. Мы заблаговременно их запросили, у нас достаточно своих сил, но всегда страхуемся, запрашиваем больше. То есть на защиту населенных пунктов выступает МЧС России, наши сводные группировки. Вчера мы уже задействовали силы якутского гарнизона. Это редкость, но ввиду того, что нужно проводить ротацию, то есть в Алекнинском районе у нас сейчас сосредоточена большая группировка, мы заботимся о своих людях, и мы их меняем. То есть нельзя так отправить на месяц человека, который будет дышать вот этой всей гарью, и не заменить его, потому что это большая нагрузка на сердце. К сожалению, у нас в республике были уже печальные случаи, не с нашими сотрудниками, но тем не менее для нас это тоже немаловажный факт. Поэтому мы меняем, и, соответственно, сейчас ребята прилетят с Алекминска, передохнут недельку, потом, если будет обстановка такая же напряженная, мы их запросим уже в другой район. А туда мы отправили с якутского гарнизона, и это как сводный отряд гарнизона Якутска, и со СПСЧ. Также у нас есть и в Алдане, в Мирном, в Нерюнгре, в Ленске такие же сводные отряды. Это огнеборцы, которые занимаются непосредственно тушением техногенных пожаров в населенных пунктах, но в случае необходимости они, естественно, будут вылетать. То есть все графики дежурств специально уже сформированы так, чтобы люди были готовы в случае ухудшения обстановки, что они могут направиться в составе аэромобильной группировки в тот или иной близлежащий населенный пункт своего района или же соседнего района для усиления сил там. Самое главное, что вопросы продолжают быть на контроле. Ксения, спасибо большое, что нашли для нас сегодня время, поделились полезной информацией. Вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.